Продолжим наш эфир. Брифинг по эпидобстановке. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. По данным Управления Роспотребнадзора, на территории республики выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики выявлено 62 случая. В Мегино-Кангаласском улусе есть определенное снижение, 9 случаев. Тем не менее, у нас выявлены случаи в Вилюйском, Нюрбинском, Усялданском и Оленёкском районах по 4 случая. По 3 случая в Амгимском, Сунтарском, Чурапчинском, Хангаласском районах. Необходимо обратить внимание на появление случаев в Верхоянском районе и Момском, где выявлено по 2 случая, и по 1 случаю зафиксировано в Мирнинском, Намском, Нерюнгринском и Миконском районах. Необходимо сегодня обратить особое внимание на те очаги, которые возникают в большей степени в качестве предочагов, или групп заболеваний, которые именно имеют место быть в учебных заведениях. Так, на настоящий момент ведется эпидемиологическое расследование по выявлению больных в Ленском районе в связи с нарушением, которые были допущены при проживании студентов соответствующего учебного заведения. За сутки в республике проведено 3338 новых исследований на коронавирусную инфекцию. Всего уже вообще в целом за период пандемии всеми нашими лабораториями, которых было создано достаточно много в республике, обработано 1 112 597 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в нашей республике продолжается вакцинальная кампания. В республику поступило 198 544 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Уже 157 790 человек получили первую вакцину на территории республики. Вторую вакцинацию прошли 108 005 человек. Необходимо обратить внимание, что вакцина поступает в полном объеме. На настоящий момент доставлена практически, как я уже говорила вчера, до всех районов республики. Соответственно, со вчерашнего дня в республике доступны 3 вакцины. Это вакцина «Спутник», это вакцина, соответственно, «Эпивак», и это новая вакцина Института Чумакова «Ковивак». Соответственно, сегодня она доставлена в медицинские организации Якутского, Намского и Хангаласского районов, где, соответственно, эту вакцину можно получить. И я хочу обратить ваше внимание, что все 3 вида вакцины, которые доступны на территории республики, в наших медицинских учреждениях, все они являются вакцинами, которые ставятся 2 раза с разницей в 20 дней, 14 дней. И для всех из них одинаковые противопоказания. Лица, которым противопоказано вакцинирование, естественно, у нас сегодня в республике будут долгое время находиться в группе риска, потому что именно непосредственно для них, в связи с тем, что они не могут воспользоваться такой возможностью и защитить себя вакциной, безусловно, нахождение в сообществе, в котором, например, есть вирус, а сегодня вирус у нас есть, поэтому для них это достаточно сложно. Поэтому я бы призвала всех, кто имеет право на вакцину, пойти ее получить. На выбор можно получить любую из вакцин и, соответственно, таким образом сберечь тех, кто имеет медотвод и кто не может воспользоваться правом на сохранение своего здоровья через вакцинирование. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке. А мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Общая площадь лесных пожаров в России за сутки выросла в 1,5 раза. Сколько очагов фиксируют в Якутии? В Алекминске появится еще одна детская площадка для детей особой заботы. В ближайшие дни в сквере «Рубежи веков» закипит работа. Анастасия Диадорова стала 3-кратным призером чемпионата Европы по плаванию, когда стартует подготовка к Паралимпийским играм в Токио.
Почти в 1,5 раза выросла площадь лесных пожаров в России за сутки. По данным авиалесоохраны зафиксированы 32 очага. Общая площадь горения 4500 гектаров. Больше всего площадь возгораний в лесах Тюменской области. Также крупные очаги действуют в Омской области, Красноярском крае и Якутии. Незначительные площади лесов горят в Иркутской и Новосибирской областях, а также в республике Алтай. Борются с огнем более 1500 человек и 312 единиц техники, 36 воздушных судов на мониторинге и еще 11 на тушении. Особый противопожарный режим действует в 50 субъектах Российской Федерации. Тем временем Главное управление МЧС по региону проверило аэромобильную группировку на готовность к сражению с лесными пожарами. В случае угрозы перехода огня на населенные пункты пожарные специализированные части будут направлены в зону для ликвидации очагов. Между тем, 11 природных возгораний продолжают действовать на территории Нюрбинского, Алекминского, Верхоянского, Среднеколымского и Тампонского районов. 3 пожара потушили за сутки. Борьбу с огнем ведут 260 человек и более 30 единиц техники. На особом контроле продолжает находиться обстановка с природными пожарами близ села Мар и поселка Хандыга. Ледоход на реке Лени проходит территорию Булунского района. Обстановка спокойная. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в начале июня. На реке Колыме лед движется в Нижнеколымском районе. Уровень воды у населенных пунктов на 100 и более сантиметров ниже критических. У поселка Черский река вскроется также в первой декаде июня. На реке Индигирке ледоход наблюдают в Абыйском Улусе. У поселка Чукурдах уровень воды составляет 584 сантиметра. При критическом 913. Наблюдения за реками Лена, Алдан и Колыма продолжают вести 3 оперативные группы Главного управления МЧС России по Якутии. Стартовали продажи билетов на поезд по новому маршруту Нижний Бестях-Владивосток. Беспересадочные рейсы начнут курсировать с 15 июня. Как отметили в правительстве региона, время в пути составит около 2,5 суток. Благодаря проведенной работе с российскими железными дорогами удалось вписаться в их расписание, и с небольшой, непродолжительной перецепкой на станции Тында можно будет на беспересадочных вагонах, как плацкарт, так и купе, с 15 июня уже добраться до таких крупных городов, как Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск. Открытие нового маршрута Нижний Бестях-Владивосток позволит обеспечить дополнительной транспортной доступностью на период реконструкции аэропорта Неринг для жителей Алданского и Нерингринского районов. С вводом нового маршрута заметно сокращается время в пути до Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Иркутска. К примеру, из Нижнего Бестяха до Хабаровска теперь можно будет доехать за 2 суток. До Благовещенска чуть более 1,5 суток. И до Иркутска путь займет порядка 3 суток. Беспересадочные до Владивостока будут ходить через 2 дня, до Благовещенска через день. Там будут как купейные, так и плацкартные вагоны. До Иркутска вагон будет ходить 8 раз в месяц. Там будет чередоваться и купейный, и плацкартный вагон. В скором времени в сквере «Рубежи веков» в Алекминске появится еще одна детская площадка для детей особой заботы. Возможность реализовать давнюю мечту появилась благодаря программе поддержки местных инициатив. О подготовке к строительству Елена Фаст. В ближайшие дни на этом сквере закипит работа. Будет устанавливаться детская площадка для ребятишек с ограниченными возможностями. Проект был предложен на конкурсе ППМИ и был поддержан. В 2020 году город Алекминск стал победителем в программе поддержки местных инициатив. Будет реализовываться благоустройство данного сквера. Называется он «Сквер на рубеже веков». То есть здесь у нас будут малые архитектурные формы, а также детская площадка для маломобильных детей. Предварительно здесь проведут работы по водоотведению. Заболоченная территория – не лучшее место для ребятишек, а хотелось бы, чтобы радость не омрачалась проблемами. Основные работы у нас здесь по организации водоотведения, так как территория у нас заболачивается. Также у нас здесь будет установлено уличное освещение, фонари будут стоять, то есть территория будет освещаема. Оборудование уже в Алекминске. Подрядчик готов приступить к работам и планирует закончить ее ранее планируемого срока. Начнем параллельно сразу несколько видов работ. Там получается канаву водоотводную будем делать.
То есть из лотков они как бы готовы, и просто надо будет их установить. Параллельно также будут тут парковые светильники, как освещение. Дополнительно к этому будет установка топиарных фигур. Там из разных элементов получается домик, грибочки, там, ну, как бы в зеленой зоне среди деревьев их установим. И еще один вид оборудования, да, это детская площадка для как бы малоподвижных, да, вот, как бы детей. Программа дает возможность реализации проектов, которые ранее были лишь на бумаге и в мечтах. Я считаю, что она очень нужна, потому что вот с нашим проектом мы ходили несколько лет, ну, как минимум 3 года. И, как правило, столько средств, какое будет затрачено на этот проект, ну, в местном бюджете просто нет. А этот проект помог именно его реализовать. Я считаю, что это очень нужно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Маганском аэропорту сегодня торжественно присвоили имя Владимира Членова воздушному судну Ми-8 МТВ. Трудовой путь Владимира Михайловича неразрывно был связан с Северным краем, которому он посвятил свою жизнь. Он кавалер ордена «Полярная звезда», обладатель почетного знака «Гражданская доблесть», заслуженный работник Народного хозяйства республики, почетный работник транспорта России, почетный полярник и гражданин Булунского района, народный депутат республики 4, 5 и 6 созывов. Гостями знаменательного события стали руководство Министерства транспорта региона, личный состав и руководители авиакомпании «Полярные авиалинии», семья Владимира Членова. Символично и не случайно, что сегодня мы присваиваем имя Владимира Членова вертолету Ми-8 МТВ авиакомпании «Полярные авиалинии». Он много лет добивался решения проблемных вопросов транспортной доступности населения республики на всех уровнях. Он был одним из инициаторов разработки программы субсидирования авиационных перевозок, социально значимых авиационных перевозок, самые отдаленные населенные пункты. Это была первая программа по Российской Федерации. Благодаря его работе как раз мы отстояли такие компании, как «Полярные авиалинии», «Якутия». Он был истоков также создания железной дороги. Это большое значение имеет для нашей семьи, потому что мы понимаем, что имя его будет увековечено, а вертолет, который такой вот красавец будет служить и приходить людям на помощь, это вот как раз символично по отношению к нему, потому что он всегда этим занимался в разных масштабах, в масштабах республики, в масштабах каких-то отдельных предприятий и даже людей, которым он всем старался помочь. 2 якутских спортсмена вышли в финал международного турнира по вольной борьбе «Иван Ерыгин» в Красноярске. В полуфинале Виктор Рассадин одолел дагестанца Имама Ганишева со счетом 7-2. В борьбе за золото в категории до 70 килограммов якутский борец встретится с Курбаном Шираевым. Арыян Тютрин, представляющий сборную Беларуси, выиграл бой у бурятского спортсмена Ананда Дашиева со счетом 6-2. В схватке за первое место в весе до 57 килограммов якутянин встретится с дагестанцем Мусой Мехтихановым. Призеры 20-х молодежных дельфийских игр из Якутии вернулись в столицу региона из Перми. Напомним, первокурсник якутской балетной школы имени Посельских Иван Одинцов стал серебряным призером. Он забрал серебро в номинации «Классический танец» в возрастной группе от 15 до 17 лет. Специальный диплом за артистизм и легкое исполнение получила и представительница Якутии Алисия Пак. Еще несколько наград вручили и другим артистам из нашего региона. Встречали якутскую делегацию друзья и однокурсники, представители органов власти, родственники, ну и, конечно, журналисты. Впечатления крайне положительные. Вот серебряная медаль, собственно, заслуженным трудом. Я участвовал в номинации «Классический танец» наравне с другими балетными училищами. Вот, показал, я думаю, достойный результат и буду двигаться дальше. Якутская спортсменка Анастасия Диадорова стала 3-кратным призером чемпионата Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. Соревнования проходили в Португалии. По итогам российские пловцы завоевали 83 медали, 25 из которых золотые. Впоследствии Якутии в Москве встретили нашу титулованную землячку и поздравили с новыми достижениями. Как проходил турнир в условиях пандемии, когда начнется подготовка к Паралимпийским играм в Токио, узнаем из материала Максима Кардозу.
На этот долгожданный чемпионат Европы после череды пандемийных отмен у Анастасии и ее команды были большие планы. Правда, в личных зачетах показать желаемый результат не удалось. Но, несмотря на неудачи, спортсменка сдаваться была не намерена. Чемпионат Европы проходил очень тяжело. И с точки зрения адаптации и всего остального, и морально, потому что мне не удалось показать те результаты, которые я хотела показать. И, соответственно, это повлияло на мое эмоциональное какое-то состояние, но, тем не менее, я собралась, и вот в эстафете, благодаря команде, у меня получилось завоевать 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. И спортсмены, и тренеры довольны, что европейский чемпионат вообще состоялся. И никого уже не удивляли новые ковидные правила. Стали привычными маски, тесты ПЦР, социальная дистанция и изоляция. Наша жизнь состояла из нахождения в гостинице и, соответственно, приезда в бассейн. Это было все, что нам было позволено. Несмотря на это, я считаю, что соревнования прошли очень успешно, и никто не заболел, все хорошо выступили по мере своих возможностей. И я думаю, что это показатель того, что действительно соревнования любого уровня могут и должны состояться. Главные старты в сезоне – это, конечно же, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. И если они состоятся, то Анастасия будет на них представлять Россию. Мы все тоже очень ждем с напряжением, потому что непонятная ситуация с коронавирусом. Я, насколько знаю, там сами японцы, они не очень рады, что у них должна быть эта Олимпиада и Паралимпийские игры. Поэтому мы живем одним днем, как птицы. Будет. То есть мы очень рады, что чемпионат Европы все-таки состоялся, что ребята выступили, посоревновались, мы увидели соперников, вспомнили, что это такое. Паралимпийские игры в Токио должны стартовать 24 августа. Сейчас у наших пловцов начнутся тренировки в Подмосковье, а заключительный этап подготовки пройдет уже на Сахалине, поближе к Японии. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.